15 апреля на территории республики и состоящих на учете 52 ледовых переправ закрыты более 30. Запрещен проезд для всех видов транспорта через ледовые переправы федерального значения. Это реки Вилюй, Алдан, Марха и река Лена. На этом участке запрещен проезд через переправу Якутск-Даркалах, Нижний Бестях. Но, как мы видим, запрещающий дорожный знак отсутствует. Поэтому автомобилисты проезжают через эту переправу, не боясь ни за свой кошелек, ни за свою жизнь. С 15 апреля же на территории республики запрещена переправа через Якутск-Даркалах и Нижний Бестях. Вы знаете об этом? С 15 апреля день. Ага. С сегодняшнего дня вы знали об этом? Знали. А почему переправляетесь? Вот что последний раз. Обратно едем. А куда обратно едете? Домой едем. А куда едете? Чурапчига. Обратно едем. Домой едем. Понимаете, да? А вы видите то, что вот дорожного знака, запрещающего нет? Люди пожилые, но мне курдюрнёв, не мне надо знать. В настоящее время на ледовых переправах Республики Саха-Якутия происходит процесс таяния снега. В результате лед становится непрочным, пористым, теряет свою структуру. Появляется вода на льду, трещины, выбоины. С 15 апреля на территории республики запрещается к эксплуатации большая часть ледовых переправ. Из 52 состоящих на учете в подразделениях Центра ГИМС запрещены к эксплуатации с 15 апреля 32 ледовые переправы. Так, переправы федерального значения запрещены к эксплуатации в Вилюйской группе районов, в Сунтарском, в Нюрбинском, в Вилюйском, в Тампонском через реку Алдан, в Вилюйском через реку Вилюй, река Марха. Республиканского значения ледовые переправы в Амгинском улусе через реку Амга, в Усть-Майском через реку Алдан и в Усть-Алданском, Кангалас-Сотинцы через реку Лена. На федеральной переправе Якутск-Даркалах, Нижний Бестях с сегодняшнего дня работает комиссия по выводу из эксплуатации ледовой переправы сегодняшнего дня. Проезд для всех видов автотранспорта запрещен. Почему вот до сих пор машины переправляются? В настоящее время, как я уже говорила, что работает комиссия. Этот знак будет установлен сегодня, и с момента установления знака в отношении водителей, проезжающих по ледовой переправе, действует статья 9.10 Кодекса об административных правонарушениях за несанкционированный выезд на лед автотранспортных средств. В отношении, согласно действующего законодательства, в отношении водителей предусмотрена административная ответственность на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущения провалов техники под лед, организована совместная работа ГИМС, спасателей, административных комиссий и ГИБДД. Сообщение между столицей республики и заречными районами не прекратится и будет доступно по ледовой переправе республиканского значения через реку Лена, поселок Хатасы, поселок Павловск с допустимой нагрузкой до 3 тонн. Кроме того, планируется осуществлять сообщение между столицей республики и заречной группой улусов судами на воздушной подушке. Надежда Ефимова, Иван Тайтонов, ЯСИА.